Жители Коми, призванные по мобилизации, получат по 100 тысяч рублей. Задачу проработать вопросы о региональных выплатах и механизм их предоставления глава республики поставил правительству региона 5 октября после очередной отправки жителей к местам боевого слаживания. Она была выполнена в кратчайшие сроки. Я вчера принял решение, подписали постановление правительства республики Коми о единовременной выплате 100 тысяч рублей всем, кто по частичной мобилизации, кто добровольцы, начиная с сегодняшнего дня. Причем никаких заявлений выплачивать не нужно. Выплаты идут автоматически через Центр социальной защиты. Нужно просто, если вдруг какие-то вопросы, обратиться в Центр, предъявить именно документ о том, кто из либо по частичной мобилизации ушел, либо добровольцы, и выплаты, повторяю, будут автоматически. На все вопросы по частичной мобилизации ответы можно получить на горячей линии. Номер короткий, его легко запомнить – 122. Кроме того, для родных и близких, призванных по мобилизации, организована горячая линия Минтруда Коми. Телефон 8 912 141 42 00. Звонить можно ежедневно с 8 утра до 10 вечера. Об ошибках по поводу призыва во время частичной мобилизации можно сообщить в республиканское отделение ОНФ в Сыктывкаре. Номер 8 82 12 215 667. Организована поддержка в рамках акции «Мы вместе». Заявку на помощь можно оставить по телефону 8 800 234 11. Команда волонтеров окажет бытовую помощь семьям военнослужащих, привезет продукты пожилым родственникам, поможет решить юридические вопросы. Здесь также можно получить информацию о пунктах по сбору вещей для граждан, призванных по мобилизации. Основные вопросы у наших ребят, у воинов, были по сохранению рабочих мест. Снова напомнил, что 7 октября вышло дополнение к ЗОТу законов о труде, где четко сказано, что на период мобилизации либо добровольцы на весь период несения службы воинской рабочее место сохраняется. То есть это уже законное требование. И если вдруг у кого-то рабочее место не сохранено, значит, вы, жены, матери, родные, оставшиеся здесь, на горячую линию нашу в Минтруда и соцзащиты, пожалуйста, позвоните. Мы очень быстро с работодателем наведем порядок, потому что это требование закона. Как отметил глава Коми, за один день в учебке бойцы получат 4,5 тысячи рублей. За месяц это 145 тысяч. А после того, как отправятся к месту службы, жалование вырастет минимум до 195 тысяч рублей. А это значит, что выплаты по кредитам и ипотеке даже не придется прерывать. Если же кому-то из призванных по мобилизации потребуется нотариальная помощь, то получить ее можно на льготных условиях и в ускоренном режиме. При обращении к нотариусу нужно иметь с собой повестку. Те же, кто хочет побыстрее зарегистрировать отношения, при наличии повестки могут заключить брак в день подачи заявления. Напомним также, что в Коми организован сбор средств на счет фонда «Добрая республика». Все средства будут направлены на дополнительное обеспечение снаряжением и средствами первой необходимости призванных по мобилизации.